Значит, 5 июня ориентировочно в 9 часов или примерно в 9:40 поступил звонок с города Москвы с номера 495. Звонившие представились сотрудниками банка. В ходе беседы он пояснил о том, что с моего личного счета некий гражданин Одинцов Михаил Николаевич взимает денежные средства. Сергей Александрович пояснил о том, что это некий сотрудник банка, который подозревается в мошеннических действиях. Проводится служебное расследование. Молодой человек в возрасте 25-30 лет, голос молодой, культурно-вежливо обращался, то есть без хамства, без грубости. Звонки поступают на фоне того, что работа производится в банках, то есть слышны голоса клиентов банка, слышны голоса сотрудников банка, то есть это уже может говорить о подозрении, что это не банк. Они могут подключаться самостоятельно к интернету и могут вести достаточно долгую беседу от 4-6 часов, могут вести беседы до 12 часов. При этом они спрашивают последние номера цифр, но при этом уточняют, как обращаются к клиенту банка по имени, отчеству. Лично на моем примере они пояснили мне таким образом. Они придумали легенду о том, что якобы мои личные средства переводятся на счет внука, что я бабушка, и деньги переходят на лечение внука. По периоду времени, когда поступали звонки, непосредственно, Сергей Александрович говорил о том, что в банк идти нельзя никоим образом, нужно находиться дома. Сняли около 127 тысяч.